Микрофон. Туркула Кассаван, я хочу Туркула Сашвисвинхо, а диаспора. Значит, ирхо бюджет типко. Туркула арт разыхан ашкор юит ашкор арышти тарах. Абсни хаберахе. Атак хатазам, атак инахот. Усопиш сахава нхац Кавказги. Убри зара штхро, убри зара лашажер, убри это хуй кто ус ниш хазозер, убри учипка шалашвес тахобат горганайпа. Итак, Сарайз Лаздаруала, Турктула инхо хашча, Азин роуд, Абжи Атара. Вы в Рясара разбахет хобиш. It's храчу, но сусу бешал, шалвич. Да. Из вами бзил. Ае, урастула юнисха Москве, Черкесский, Выгицбу. Нальчик, Макяна Ямудзи, Цизеру Майзахказа, ха на Черкесск, Москва и Алот, и Турктулаги, и Сахрачулюн, из Боб Хасархайт, на Срамжазар, Сажазар, Фазбифизжон. На Сват Схора Раята Хозыкахтит, и Бахарбит, и Бахарфит, Цизеру Мей Харцхрайт из Лавоса. Ай. Какие главные угрозы? Мы живем в очень непростое время, не мне вам об этом рассказывать, мир бурлит вокруг нас. Идет мировой передел, миропорядок, который был сформирован по итогам Второй мировой войны в 1945 году в рамках ООН, Организации Объединенных Наций, сегодня подвергся полной ревизии. И после развала Советского Союза на определенном историческом этапе мир стал однополярным. Сейчас идет формирование многополярного мира. Естественно, такие тектонические изменения мировой политики, геополитики не могут обходиться без жертв, без конфликтов. Это всегда так и в природе так, когда пласты двигаются, землетрясения происходят. То же самое происходит сегодня в мире. То есть мир наполнен огромным количеством внешних угроз. Рядом с нами находится открытый враг, который не отказывается от претензий на нашу территорию. Более того, они не отказываются от тех норм, которые в последнем абзаце Конституции Грузии записаны. А что там написано? Это ориентация на Евросоюз и на вступление в блок НАТО. Это прописано в их Конституции, и на сегодняшний день это так. С этого пути они не сворачивают, и опираясь на поддержку вот этих сил, они рассчитывают реализовать свои амбиции. Это угроза номер один, она никуда не делась. Но плюс к этой угрозе, то, что я говорил выше, мировая сегодня ситуация, она очень тяжелая. Но это угрозы внешние. Я считаю, что и внешние, и внутренние угрозы являются очень для нас опасными, когда мы не преодолеем главную угрозу. Главная угроза – это внутреннее наше устройство, где мы все разобщены, где у нас, к сожалению, нет четкой программы развития, нет четкого пути пошагового движения вперед, нет, если хотите, плана действий. Что касается Министерства обороны, мобилизации, мобилизационной подготовки и так далее. Вот наша внутренняя
разобщенность, расхлябанность является нашей главной угрозой. А все остальные угрозы, внешние, экономические, финансовые, политические, военные, они вытекают из этого. Как только мы здесь наведем внутри порядок, угрозы никуда не денутся, внешне они были, есть и будут. Все тысячелетия вокруг Абхазии всегда неспокойно, потому что это такой регион. Но здесь внутри нам в кратчайшие сроки необходимо навести порядок, у нас остался последний шанс. И тем более в этих условиях крайне опасно занимать непонятную политику по апартаментам, по разного рода авантюрным проектам, которые не являются главными и не являются стратегическими в этих условиях. Здесь нужна четкая позиция абхазского народа, абхазского государства. Мы союзники с Российской Федерацией. Этот союз был, есть и будет. И я не хотел об этом говорить, здесь уже выше говорили. Выступая на федеральных каналах Российской Федерации, наши руководители, экс-руководители, говоря о том, что в Абхазии есть некие политические силы из недружественных государств, они совершили очень серьезную ошибку. Какой-то части российского общества они внушили сомнения в отношении Абхазии. И это тоже большая угроза, которую нам с вами необходимо будет преодолеть. Но главное, то, о чем я выше говорил, это необходимо собрать наше общество в единый кулак. Нам необходимо оценить те угрозы, реально оценить те угрозы, потому что я вот смотрю на некоторых руководителей, они адекватно не оценивают то, что происходит вокруг нас, какие процессы происходят. Это реально надо оценить. И исходя из этой оценки, двигаться пошагово, уверенно вперед. Тогда у нас все получится. Спасибо большое. Кодорский ушел حرصك أنسو مرسو محخلت حمخص جدا من دلبة يزغاز وحمد دايبو كيمسترو يشجان Кодорский ушел رصدخ سوي بسنة سجل صور وحسن أشخاص سچارца цапанийская песнина пропуск астаро, а пропуск и хаз гало ахшо ёпится по. А у сейчас даже утихо это бас он пропуски дашь на замки дашь. Ахшо не соус клуб оус хайд со оус за пропуск яхтам а пропуск حبسنا احنا خمسه ثقه كمو интересный ثقه يحسكم انا لحن سوق اي بشرب خلقه وتحمي بجتها من دم حتى نجي خرج حنصور التلوت لحظه حنا اخر الماشينه ودنا ميديكامنت боеприпас شطلع على البيت كودورسكي وشدت ابريوس ماريا سلام ومسكو يمسرو يسخر ابري يشكنا سوق يخرج ما حيحبس يحبس رجل خلو يدخل زقالي شو بيركو табу быкай, табу сечей, а пропуск аджге ваха саража устат ваха аджге пропуск ва юмик сом уя нахкало, туи гадзаро паяшава суть табу. Старфум. Атама идет за ним, где позиги. Еще давно молод выдвижением кандидата в президента. Всего благ, вперед. Вопрос такой, волнующий сегодня всей Абхазии, народу. Банк пустой, нету ни рубля. Правильно я говорю? Как будем мы выдвигать все, что свет, что был к народу? Какими путями? Какими деньгами? Как мы сегодня будем жить завтрашним днем, который вот 23 числа февраля заканчивается наша электроэнергия. Дороги, которые сегодня невозможно по городу Сухуми, стыдно.
по всей Абхазии. Создали наши бывшие президенты страну-анархию. Я просто один к другому присоединю, у меня получается 3 вопроса. Я вокруг рынка ездил один день. Напротив кормилицу женщина заехала против движения. Я ее остановил. Я говорю, вы куда едете? Что случилось? А ваше какое дело? Я говорю, вы что, гаишник, что ли, говорит мне? Я не гаишник, но вы мне мешаете движению вперед ехать. Сзади пробку создаете. Пока я это объяснил, она зашла в кормилицу. 20 минут стояли, ждали. Слава Богу, хоть как раньше вышло. Как мы будем вот эту всю анархию, то, что построено, кого-то придется расстрелять, кого-то придется сажать. Как вы это смотрите, как вы думаете, как вы собираетесь против вот этого всего стоять? Я не знаю, я смотрю на Абхазию, мне жалко Абхазию, а уж они хыча не тот. Мне 61 год, мне говорят, за что ты, Астик, воевал? Чтобы на улицу Басаря болото, чтоб было. Хотя я на травке живу, но жалко мне этих людей, которые там. Как мы вот это все можем? Вы сможете это? Электроэнергия, дорога, вода. Что нам нужно? 3 вещи. Больше нам ничего не надо. Апсуа яхтуку, алла шарахаур. Хоть пахтемба, яхфу аздодан хавак хвапца. Хамя покалар, и так хвапца. А порядок? Анархии, хамо, я хайф, зубгома, шинчак хома. А мама еще десна холоде, хотишь кандидатура чукшергула, чтоб выводить дудзана, я ахтугишер. А потом вопрос, детка Авазар, хай вахши, что двиги, Юрий Иванович, да, другой дебзена, Итого. Первое, значит, что касается финансовой составляющей, хочу сказать следующее. Да, действительно, ситуация тяжелая, минусовой баланс, но я позволю себе напомнить, кстати, я много слышу о том, что вот он был министром экономики, что он сделал. Я хочу напомнить тем, кто не помнит, в 2014 году, в 2015 году я приступил к своим обязанностям в качестве министра экономики Абхазии. На тот период у Абхазии внутренний и внешний долг составлял более 3 миллиардов 600 миллионов рублей. Это было в 2014 году. 800 с лишним миллионов долги были перед строителями. Они выполнили работы в долг. Им ни рубля не заплатили. Более 80 миллионов были долги в части, вот помните, многолетние насаждения, программа была, которую в 2013 году Российская Федерация прекратила финансировать. Есть даже документ, ответ министру экономики Абхазии, тогда на тот момент Давид Ирадян Акопович был, Российская Федерация остановила финансирование из-за того, что посчитала неэффективным расходы, потому что там были определенные моменты, когда, не хочу сейчас все говорить, не очень красивые были моменты. Эти долги, в Абхазтопе были долги госпредприятий, железнодорожный кредит. Несмотря на все это, начиная с 2015 года, мы более 450 миллионов рублей у нас разовая должна была быть выплата по пенсиям. Несмотря на все эти трудности, мы приступили к работе. Практически все срочные долги заплатили. 700 миллионов рублей вернули по Межбанку России. Это тоже был долг. Увеличили бюджет в 2,5-3 раза. Увеличили экспорт в 2,5-3 раза. И ни на один день не задержали ни выплату заработных плат, ни остальные социальные выплаты. То есть опыт выхода из кризисной ситуации уже есть. Сегодняшняя ситуация, вот меня спрашивают о том, какая программа у вас, изменилась ли она с 2020 года. Да, изменилась, потому что ситуация стала намного хуже. Вот вы затронули вопрос энергетики. Если мы в 2020 году, уходя с работы, оставляли энергетическую систему
отремонтировав практически все крупные подстанции, отремонтировав практически все участки сетевые. Вот здесь станция Сухум-1 практически полностью была восстановлена. И самое главное, дефицит электроэнергии составлял не более 120 миллионов киловатт-часов. Это самый пик был. Вот такую ситуацию мы передали страну. Уже в 2021 году дефицит электроэнергии из-за того, что был в декабре 2020 года легализован майнинг, 960 миллионов киловатт-часов дефицит составлял. Сегодня, на сегодняшний день, более 750, даже 800 миллионов киловатт-часов дефицит. Вот представьте себе разницу. Если мы в 2020 году планомерно двигались к сокращению потребления, мы за 2-3 года планировали выйти на нулевой баланс для того, чтобы у нас уже не было неверных отключений, и чтобы люди зимой без света не сидели, сейчас ситуация еще хуже усугубилась. Но из этой ситуации тоже мы найдем выход. Мы общаемся постоянно со специалистами. Специалисты говорят о том, что в течение 3-4 лет мы полностью выйдем на нулевой баланс, то есть у нас уже будет ситуация такая, что будут минимизированы вообще верные отключения. Более того, в этом направлении есть движение с двух сторон. Это сокращение потребления, установка приборов учета, счетчиков. Конечно, мы сделаем снижение тарифа, который они подняли необоснованно. Вот мы ездим по селам, нет ни одного абхазского села, в котором я не был за эти 4,5 года. Даже их решение прошлогоднее, в этом году с января тоже тариф увеличился. Их решение прошлогоднее, тариф таможенный увеличился на границе, люди сейчас не знают, что делать, даже предупреждены не были. Оказывается, в мае месяце приняли решение в разы увеличить таможенную пошлину. Сегодня люди не могут объективно платить за электроэнергию. Вот я недавно был в селе Абгархуп, мне глава села показывает список. Это ситуация во всех абхазских селах. 50, там фамилия такая-то, 50 тысяч рублей. Фамилия 50 тысяч там, с чем-то, с копейками. Слушайте, а что должен сделать крестьянин, чтобы платить такие деньги за электричество? Один такой средний бычок стоит 50-60 тысяч. Это каждый месяц он должен на одного бычка, значит, продавать. Так получается. То есть 12 бычков у него должно быть отдельно за электроэнергию. Но это же глупость. Поэтому и возрастает объем неуплаченных денег за электричество. Только по итогам 2024 года долги за электроэнергию составляют 1 миллиард 500 миллионов рублей. Собираемость за электроэнергию сократилась до 34%. Вот хочу спросить у тех людей, которые принимали эти решения, какой логикой они руководствовались. А логика была простая. Мы об этом говорили неоднократно 4,5 года. Специально ситуация доводилась до кризисной, до необратимой, для того, чтобы под нажимом этих обстоятельств предложить народу модель, что надо продать электроэнергетическую систему неким инвесторам, олигархам. Вот что планировалось. Слава Богу, в ноябре прошлого года мы этот процесс остановили. Мы с вами восстановим 3 неработающие перепадные ГЭС. Это нам даст возможность дополнительного количества электроэнергии в сеть. Мы проведем необходимые работы для того, чтобы сократить потери. А потери у нас, так называемая низкая сторона, минимум 20%. Хотя реальную картину никто не знает, потому что приборы учета не стоят. Приборы учета почти до 30% только у нас счетчиков стоит. Там, где устанавливаются счетчики, там потребление падает минимум на 22-24%. То есть вместе со специалистами у нас есть хороший, готовый, реальный план.
Но основа этого плана, я хочу перед вами, перед нашими старшими ветеранами открыто сказать, самое главное – это сохранение стратегической отрасли в собственности народа Абхазии и государства. Это самое главное. Микрофон. Сотарбоп, Олег Сыхдзуб, Хакимоп, Чамзила, Шиня, Тейзи, Зажла, Адгур. Адгур Амираевич Старок, Сыму, Пурышева, Схотца, Тавшимцани, Алоза. Многих волнует этот вопрос. Мне вот подсказывают старшие братья, дядьки наши, вот, и меня самого этот вопрос, честно говоря, интересует и волнует. Есть ли у вас в вашей программе пункт по оптимизации кадров? Ни для кого не секрет, сейчас штаты достаточно раздуты, начиная от уровня местечковых чиновников, заканчивая представителями высших эшелонов власти. Масса заместителей, помощников, помощников. Как вы видите это? Потому что все эти люди висят на шее нашего народа, учитывая, что бюджетники получают мизерную зарплату, это же можно было как-то оптимизировать, рассеять эти деньги. Собственно, это была бы большая экономия наших средств, которые средства ушли бы уже на развитие благополучия нашей горячо любимой Родины. Спасибо. Спасибо, Олег, дорогой Таву. Конечно, у нас есть программа. Более того, я хочу сказать, дорогие мои старшие братья, у нас есть не то, что там программа концептуальное видение, там тезисы и так далее. У нас вот ребята нашей команды подготовили проект первого указа президента. Кого завтра выберет народ, если указ этот понравится, он может его подписать. Там не просто теоретические какие-то вещи написаны, там написано пошагово краткосрочные шаги, которые нужно будет сделать в течение 25 года, 26 года. И один из таких главных пунктов там сокращение расходов на все содержание вот этих госаппаратов, командировки, эти банкеты и так далее, огромное количество денег мы тратим не туда, куда нужно. Сокращение всех этих расходов более чем на 40%, это только в течение 1 года мы планируем. Оптимизация, Олег, ты опытный человек, прекрасный врач, мы вообще гордимся, что у нас есть такие врачи, как ты. Ты знаешь, что такое оптимизация. Оптимизация это не только сокращение, одним сокращением мы не обойдемся. Оптимизация это еще увеличение эффективности. Мы уберем все ненужное дублирование. Одно ведомство дублирует другое ведомство, третье ведомство дублирует оба эти ведомства. При этом никакой координации взаимодействия нет. Нет единой цели, нет единой программы. Люди, вот Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики, Министерство по курортам и туризму, Национальный банк, Институт сельского хозяйства и другие главы администрации сел и районов, все как единый механизм в рамках одной программы должны работать, например, на развитие сельского хозяйства. Например. И по всем остальным направлениям тоже. Вот этого, к сожалению, у нас нет, но это будет. У нас нет альтернативы. Вот меня спрашивают, а как вот вы будете сокращать и так далее. Вот здесь наш старший спросил, а как вы справитесь с этим? Я так вопрос перед собой и перед моей командой не ставим. Справимся, не справимся. Вопрос надо ставить по-другому. И вопрос надо ставить, а это надо делать или не надо делать? Я считаю, что это надо делать. Если надо делать, надо делать. Все. И все получится у нас. А те, кто нас убеждает в том, что у нас ничего не получится, что мы сами ничего не можем, как раз вот в рамках той модели, которая нарисована на бумаге, хитросплетениями всякой паутины, вот этот огромный госаппарат,
Это вот они заинтересованы в сохранении этой модели с мышлением автономной республики Абхазия в составе Грузинской ССР. Уже давно, 30 с лишним лет, мы независимое государство. Некоторые люди, экс-руководители, ну, все равно психологически, ментально они стремятся к какой-то автономии, всегда ищут какого-то начальника, то там, то здесь, не могут понять, что мы уже независимое государство. И во взаимоотношениях с Российской Федерацией, вот этот вопрос, который наш дорогой Олег поднял, он тоже немаловажен. Ну, мы же общаемся, вот здесь Леонид Юрьевич говорил о моей биографии, я работал зам руководителя межправкомиссии много лет. Все вопросы взаимоотношения Абхазии и России в экономическом, финансовом плане, все проходили через меня. Ну, люди помогают нам. Россия наш союзник, она никогда от нас не отвернется, и мы от нее не отвернемся. Но невозможно постоянно, ну, мы же гордый народ, мы народ-победитель. Но мы же не дармоеды, которые постоянно с протянутой рукой сидят. Они неоднократно говорят, мы вам поможем, мы рядом с вами, но дайте направление. И мы, к сожалению, вот, особенно в последние годы, в 2022 году подписали вообще соглашение, в рамках которого софинансирование заработных плат отдельных категорий бюджетников, это учителя, врачи и так далее, работники культуры, чиновники, все это было привязано к вопросам апартаментов, инвестиционного соглашения и прочих там вопросов, которые понижали наш, как минимум, экономический суверенитет. А вы знаете, что если экономический суверенитет исчезнет, то и политический там автоматически за ним идет. Вот такие ошибки были совершены. И эти ошибки можно и нужно исправить исключительно опираясь на собственные силы. А собственные силы – это оптимизация, это приоритетное расходование средств. У нас же и приоритетов как таковых нет в государственной политике. Приоритеты необходимо расставить в соответствии с приоритетами краткосрочными, долгосрочными приоритетами. Необходимо и бюджет формировать. И бюджет надо планировать не на 1 год. Программы должны на 10-15 лет, например, в сельском хозяйстве невозможно, да и в здравоохранении, в образовании, в обороноспособности, нигде невозможно достичь результата, если не будет пошаговых действий в течение 10, 15, 20 лет. Нужно с таким горизонтом планирования подходить к работе, особенно в сельском хозяйстве. Поэтому, конечно, отвечая на вопрос, скажу коротко, да, мы будем все это сокращать и оптимизировать. Это жизненная необходимость, не потому что мы вредные, по-другому у нас не получится. Спасибо. У нас еще здесь есть кандидат вице-президенты, наш уважаемый Алхаз Владимирович. Может, он тоже несколько... Давайте, если можно, уважаемый Адгур Амирович, один, да, прокурор, один вопрос. Большое Заги. Я очень рада, я желаю вам успехов, Адгур Амирович, от женщин, ветеранов войны, от многих женщин. Я считаю, что мы очень надеемся на улучшение нашего благосостояния. Также надеюсь на то, что мне очень нравится девиз, под которым они идут сегодня. Это «Родина не продается». Это то, что нам надо на сегодняшний день. Загюбри, дарат за гуяханиот. Спасибо вам большое. Мы все за это. Адгур Амирович, у меня тут как бы 2 вопроса. Первое. Я бы хотела бы, вообще, пожелание, как бы, да, как кандидату, и я надеюсь очень, что будущему президенту, наши экс-президенты и те президенты тоже не выходили к народу. Никогда не было, чтобы, как бы, вот я, например, никогда не разговаривала, и мы не могли общаться. На будущее я не учу, но я пожелаю, чтобы вот так, Адгур Амирович, хотя бы раз в год, или там, как вы там планируете, вот собрать народ и с глазу на глаз говорить. Это очень многое значит. Спасибо вам, что вы сегодня здесь нас выслушиваете. Потом, наши ветераны уже в таком возрасте, на каждого смотрю, у меня душа болит. Светлая память тем, кто погиб. У нас девочки погибли, около 50 человек после войны ушли. Светлая им память. У нас тоже была организация, но за эти 5 лет
нас просто вычеркнули. К нам было очень большое пренебрежение. Та зарплата, которая у нас была 10 тысяч, оказывается, мы чуть ли не обанкротили это самое, хотя в ихнем аппарате получают зарплату 120. Потому наша организация Ассоциация женщин-инвалидов войны была как бы это самое. Надеюсь, что в этом году, если вы будете, немножко уделите нам внимание. Нам ни зарплата не нужна, ничего, но просто уважать нас, как ветеранов женщин, наверное, надо. Нас тоже не так мало осталось. Мы приносим пользу, начиная с бессмертного полка, и мы, те, которые умирают, мы всегда рядом, мы помогаем друг другу, мы тоже уже в возрасте. Спасибо вам всем большое. Адгур Амиранович, еще один вопрос такой хочу задать. Вот сейчас у нас такая проблема, немножко, я знаю, что вы обратите на это внимание, скажите коротко, как у нас будет, какая судьба российско-абхазских отношений? Я знаю, что вы уже много ответили на этот вопрос, но коротко, немножко в это охлаждение, я думаю, что вы вперед пойдете и все сделаете так, как надо. А я думаю, что Дзапшба, если тоже будет как бы рядом с вами, порядок на дорогах и порядок в стране, я думаю, что очень большой порядок. Я вас хорошо знаю, спасибо вам большое. Адгур Амиранович, удачи вам. Спасибо, спасибо. Ну, проблемы вашей организации мне знакомы, мы с вами это обсуждали, вы знаете мое отношение, конечно, мы вам будем помогать и всегда помогаем, чем можем, еще больше будем помогать. И вообще всем ветеранским организациям, без исключения, что я уже говорил, ветераны для меня самые главные люди по Абхазии. Да, да. Масаевич, видишь, как ответили сразу. Что касается абхазо-российских отношений, коротко скажу. Это отношения, которые будут строиться на взаимном уважении, в духе партнерства, союзничества, открытости и честности. Мы не имеем права вообще обманывать кого-то. Мы так воспитаны, у нас народ и обычаи такие. Ну и тем более нашего партнера, Российскую Федерацию, давая невыполнимые обещания, беря на себя какие-то обязательства нереализуемые, вводя в заблуждение российскую общественность, говоря неправду и жалуясь на свой народ, конечно, эти слова ошибки даже здесь не, эти преступления повторяться не будут. И мы спокойно, открыто, у нас есть опыт. Когда некоторые политики и даже представители, вот недавно Общественной палаты некий там выступал, честно говоря, взрослый человек, не хочу сейчас кого-то обидеть. Ну нельзя так про свой народ говорить. Нельзя. Мы же одна семья. Мы столько вместе прошли. Особенно вы знаете. Ну как можно друг друга отталкивать? Тем более выносить, как говорят в России, ссоры из избы. Ну так нельзя. Это не красит никого. Вы думаете, что в России вы это знаете? Вы думаете, это кому-то нравится, что ли? Но хочу успокоить всех тех, кто слышит. Все равно люди беспокоятся по этому поводу. Высшее руководство Российской Федерации, лично Владимир Владимирович Путин, лично он, это большой друг абхазского народа. Он с большой теплотой и уважением к нам относится. А все шероховатости мы устраним. Спасибо. Юрич, Лариса Алхаз тоже присутствует, может, ему какие-то вопросы зададут. Последний вопрос на сегодня кандидату нашему. Ну, герою не могу нет сказать, вы тоже не можете сказать. Не имеем права. Если мне позволите, у меня такой вопрос. Сегодня собравшись все ветераны, 99%, причем я благодарен всем, но вопрос, в 16 лет нынешняя власть, она нас вводила все время в заблуждение, в долгах, и все время наш народ все время чувствовал себя дискомфортно. Особенно в этом отразился нас, ветеранов. Вопрос, сегодня ветераны уходят, практически уходят люди, как вот наш ближайший
недавний случай, трагедия, это Вахтанг Владимирович Голландия, да. наш боевой друг, товарищ. Он, бедный, трагически погиб. И люди, ветераны, уходят. Вот семьям ихним, вот, погибших воинов, социальная ихняя помощь. Сегодня вот ветераны обращаются лично вот ко мне, как командиру батальона, за помощью, которые, в принципе, не имеют никакого статуса. Человек, прошедший всю войну, ну, не был ранен, Бог миловал его, и он не пользуется никакими льготами. Не инвалид третьей группы. Сегодня пользуются инвалиды второй группы, и то, как-то, знаете, вот, честно сказать, не совсем так, тоже все чувствуют комфортность. Вот вы как главнокомандующий, я уже выбрал вас уже главнокомандующим. Спасибо. Вот, как вы на нас, ветеранов, вот, статус ветеранов, вот, будут ли нас бить в грязи в дальнейшем, как это было в Жане, его команде. Вот. И я вот 16 лет, почему я сказал, это власть все время нам обещала поднятие пенсий ветеранам войны. Вот кто-то, знаете, вот несправедливо, я думаю, что потому что человек прошел войну, он не пользуется никакими льготами, а он действительно болеет, ему нуждается лекарством, даже аналогии ему не могут выписать государство. Вот я помню экс-президента в команде Рауля Джумковича в команде, когда вы многомиллиардные долги заплатили, мы тоже как одна организация, не только я, одна организация, мы просили внести поправок о статусе ветеранов. Вы тогда обещали, обещали, должно было быть, но тем не менее нам некоторые, те, которые нынешняя власть, как в лице экс-президента, сделали бучу и не дали возможность довести дело до конца. Вот. Это люди 16 лет, в принципе, грабили наши деньги. Вот эти деньги, которые не грабили, вернутся к народу или нет? Ну, в общем, много в одном вопросе. Спасибо. Вопрос, что касается пенсий, социальных выплат, я могу на этот вопрос ответить, но так как мы договорились, что наш уважаемый Алхас Владимирович, если народ окажет нам, нашей команде честь и поддержит нас, в нашей команде Алхас Владимирович будет отвечать как вице-президент за весь социальный блок. Я думаю, он более развернуто на этот вопрос ответит. Это первая часть. Вторая часть. Георгиевич, вопрос задан, если я правильно понимаю, был следующий. Будут ли наказаны те, кто наносил ущерб нашей с вами Родине? Так же вопрос стоял? Но, а как вы считаете, вот как абхазский народ хочет, должны быть они наказаны? И более того, само наказание не является целью. Поймите меня правильно. Цель наша – создать такие условия, чтобы потом, в будущем, кто бы ни пришел во власть, не было возможности таким образом вести себя и относиться к государству, к ветеранам войны, к бюджету, к природным ресурсам, вообще в целом в стране. Вот такая у нас цель и вот такая задача. Я вам выражаю огромную благодарность. Я вначале говорил, это наша первая встреча в качестве кандидатов в президенты и вице-президента. Сегодня первая встреча. И первая встреча именно с ветеранами, с вами. Ваша поддержка для нас, для тех, я сын ветерана, для тех, кто продолжает ваше дело по защите Абхазии, ваша поддержка для нас огромная честь и одновременно с этим огромная ответственность. Мы всегда будем работать, выстраивать свою работу с оглядкой на ваше мнение, на мнение людей, которые спасли нас от погибели во время нашей Отечественной войны. Спасибо вам большое. Абзирас. Спасибо большое. Давайте мы
нашему кандидату скажете в добрый путь. Адгур Амирович, вперед, Аяева! Аже ему, Карра Хадай Хатыпуя кандидат, 1 жыл Астамур Алхас Владимир Ипасатонцев. Волнуюсь? Азир Ахсад. Всех вас приветствую, от всей души приветствую. Здесь много людей, которых я знаю не только как родственников, но и как старших друзей. Здесь соседи есть, односельчане наши есть. Это фактически весь срез нашего общества находится в одном зале. Одно плохо, что все немножко постарели, с сединой в висках, как в той песне пели знаменитой. Но ничего, много дел еще вам предстоит и нам предстоит. И думаю, мы все вместе всего сможем добиться. Главное, чего мы хотели бы увидеть, чего мы хотели бы добиться, это окончание времени, когда главным нарративом стало то, что мы с вами ни на что не способны, что наша страна никчемная, чуть ли не называли, ни на что негодная. Хочу пожелать себе и вам, естественно, в первую очередь, чтобы настало время, когда вернулось то ощущение победы, которое было в нас в 90-х годах, в самые тяжелые годы, в 93-м, 4-м, 5-м. Для кого-то война закончилась в 93-м, а уверен, для многих из вас еще продолжалась в Гальском районе, эти обстрелы и так далее, не мне вам рассказывать. Сейчас не хочу отнимать много времени. Говорить о прошлом, здесь все ораторы уже выразили, в принципе, общее мнение. Хотел бы сказать несколько слов о том, что мы планируем делать. Всем нам, вам, естественно, хотелось бы наблюдать более адекватную, более всеобъемлющую, понятную, прозрачную социальную политику государства относительно своих граждан. В данном случае, в нашем с вами, в конве нашей встречи, естественно, это поддержка ветеранов нашей страны. Ветераны нашей страны – это не просто наш каприз, это тот костяк, который создал эту страну. Они должны, конечно, быть, сейчас некрасивое слово, но все обласканы своим государством, ради которого была эта кровь и пролита. Многие вещи, хочу сказать, сейчас предвыборный период, сейчас обещания и так далее. Не всегда люди верят словам, но хочу сказать, что многие вещи нам не придется создавать, а надо будет просто продолжить. Будет нескромно сказать, но я это скажу, когда мы создали жилищную программу, я один из тех, кто стоял у ее истоков, первые ключи от квартиры мы вручили с города героя Ткачал ветерану войны. Его, к сожалению, уже нет в живых, но это факт. То есть все можно сделать, и жильем снабдить, и повысить пенсии, медицинское обеспечение, привести в некоторый порядок. Вот здесь звучали вопросы по поводу лекарственного обеспечения. Поверьте, ничего невозможного нет. В среднем стоимость всех этих льгот, услуг и поддержки гораздо меньше тех сумм, которые вы слышали из других новостей, как не буду сейчас уточнять, всем и так все понятно, в разы меньше. То есть наша с вами поддержка стоит даже не один кредит, как выяснилось, одному человеку. Я знаю, о чем я говорю, потому что я непосредственно этим занимался. И напоследок, что ли, так скажу, во-первых, хочу поблагодарить за то, что вы пришли, нашли время, поблагодарить за вашу поддержку. Я думаю, 15 февраля, я надеюсь, я уверен, даже больше скажу, верю в наш народ, что 15 числа вся страна сделает правильный выбор, и я не собираюсь к нему его подталкивать. Или как-то на это воздействие, я могу только говорить и делиться своим мнением, но я уверен, что будет 15 числа сделан правильный выбор, наша страна вступит в новый период, о котором я говорил в начале. И все мы это должны закончить одним туром. И не растягивать в такие тяжелые времена все эти предвыборные катавасии. Спасибо за внимание. Абра, это буб дараза. Абра и хадшатоп краула. Абра хавса, ханачо.
Аԥсны фархацәа, абра иахьа ҳкандидат иҩыза иареи еицықәгыло ирҳәаз шәаҳаит. Иахьатәи амш астарт ҳгит, ҽаамзыла шәнеиаат. Иҭабуп даараӡа абра иахьа иааԥсаз Аԥсны еихымзанаӡацыз зегьы абырг ҳабра шәеизаны шәааит. Аиааира жәго, аиааирақәа ҳгәанцәақәа бзыра шәымазааит, ҳаигымзааит. Иҭабуп даараӡа амҩа ԥсӡа аиааира жәго, ҳгәанцәақәа бзыра шәымазааит. Самую смелую, красавицу. Спасибо вам. Да вы, ветераны, самые красивые, самые смелые. Где моя любимая? Она немножко приболела, как вообще. Моя родная. Хорошо. Проходите, а то у вас... Не успел просто позвонить, а Джанвила, моя самая строгая и лучшая. Я люблю таких. Я пошла, я внизу. Джанвила. Звездопад ветеранов.